кабинете номер 5 возгорание. Примите меры. Возгорание произошло в одном из служебных кабинетов на первом этаже здания отдела полиции по городу Магаз. Сотрудники МВД пытаются своими силами потушить пламя, вооружившись огнетушителями. По инструкции начальник смены дежурной части незамедлительно информирует руководство ведомства о происшествии и сообщает в единую диспетчерскую службу МЧС о возникшем ЧП. В это же время через запасной выход эвакуирует личный состав и выносит ценное имущество. Следователь следственного отдела и стажер Зауров, Курещ. Да, мы их не досчитались. Своими силами потушить огонь у сотрудников полиции не получилось. К тому же 2 человека не смогли выбраться из горящего здания. В дело вступают пожарные, которые за считанные минуты прибыли на место. Сразу началось развертывание оборудования пожаротушения. Пожарные действуют быстро и слаженно, каждая секунда на счету. Сотрудник полиции докладывает руководителю тушения пожара краткую информацию о том, где произошел пожар. Специалисты газодымно-защитной службы в полной экипировке входят в здание и направляются к очагу возгорания. Потушив пламя, огнеборцы находят человека без сознания, надевают на него кислородный шлем и выносят из кабинета. Уже на улице пострадавшего встречают врачи. А тем временем в здание забегают спасатели МЧС за вторым пострадавшим. Он находится на 3-м этаже. Так как дым от огня заполнил весь коридор, оперативно принимается решение спустить его из окна при помощи спецснаряжения. Спасательная операция прошла успешно. В больнице ему также окажут необходимую помощь. Совместными усилиями сотрудников полиции и МЧС пожар был локализован. Но на этом учение не заканчивается. Необходимо узнать причину возникновения пожара. Этим занимается газовая служба. Специалисты проверяют котельную на предмет утечки газа и, заподозрив неладное, отключают подачу голубого топлива в здание. Учения прошли успешно. Инспектор группы пожарной безопасности Тамерлан Гадабошев отметил, что действия правоохранителей и других служб были организованными, слаженными и полностью соответствовали плану эвакуации и инструкции. Цель данных учений – это чтобы наши сотрудники полиции, которые ежедневно оказывают охрану общественного порядка, помимо своей прямой деятельности, в случае возгорания на территории нашего объекта, могли максимально быстро и эффективно произвести первоочередные действия по тушению, по эвакуации для минимизации ущерба как личного состава, так и материального ущерба МВД по Республике Ингушетия. Согласно графику совместных пожарно-тактических учений, подобные мероприятия должны пройти на 14 объектах МВД по Республике Ингушетия. Отработка действий в случае ЧП уже прошла на 3 объектах. На очереди отделение полиции по Джейрасскому району. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.